Мы вместе всей семьей читали журнал «Колокольчик», «Чоранчик». Родители для нас подписывались на журналы и газеты «Кескель». Я сама была юнкором газеты «Кескель». Много читали мы. Мы вообще читающая семья была. У нас в доме большая библиотека, больше 1000 книг. А так журнал, вот этот «Чоранчик», «Колокольчик», он связан с нашим детством. Мы любили загадывать кроссворды, там были задания, были. И еще в российском издательстве был журнал «Мурзилка». Но он как-то, мне вот ассоциации шло из моего детства «Мурзилка» и «Чоранчик». «Мурзилка» — это российская, а «Чоранчик» — это наша якутская «Мурзилка». Мне так казалось. Очень хороший журнал, очень добрый. Ну, детство — это что такое? Это сказки, да? Мы все любили читать сказки. Папа у нас очень хорошо рассказывал нам и сочинял сам сказки. У него детской книги не было, но у него 2 книги. Он любил писать и нас привил вот к этому, к чтению. Я призываю всех родителей научить своих детей любить книги, читать побольше и узнавать что-то именно из выпускаемых изданий. Потому что то, что мы сейчас видим, тенденция больше идет на YouTube, на сотовые какие-то планшеты, гаджеты, но все равно именно теплота бумажных газет, изданий, она особенная. Поэтому я рекомендую. Дружите с журналом «Колокольчик». А кто придумал «Колокольчик»? Когда мы отвечали, «Колокольчик» придумал областной комитет ВЛКСМ. И в этот момент у детей возникало еще больше вопросов. Потом мы все-таки посмотрели на реакцию детей и поняли, что чего-то не хватает. И тогда мы стали говорить, журнал придумали инициативные родители. И сегодняшняя наша встреча, идея в том, что родители могут все и даже выпустить журнал. Ну, вы сами знаете, что есть в развитии такая парадоксальная штука, есть спад и есть подъем, да? Но я пришла, когда был спад, потому что стагнация была стагнация, это надо отметить, потому что люди перестали читать, дети тем более. Да, поэтому мы срочно трансформировали издательство, создали отдел цифровой трансформации, начали создавать свой контент. Подкасты, YouTube контент, который принес родителям какую-то радость, когда они получают журнал. Представляете, какую-то радость получает журнал. Очень интересно это было, и, конечно, многие это не восприняли, это, конечно же, наше старшее поколение, но мы все-таки отстояли вопрос и начали делать все иначе, чтобы развлекать детей, учить детей и, конечно же, номер 1 воспитывать детей. Когда вы гоняетесь за тестами и хотите, чтобы ребенок получал и удовольствие, и оценки хорошие в школе, а воспитание мы немножко забываем. Да? Вы, наверное, согласитесь с нами. Поэтому сейчас, когда ребенок получает журнал, он, когда устает читать, начинает смотреть, когда устает смотреть, начинает слушать, и вот этот цикл, он продолжается в семейном кругу. Я очень хочу, чтобы вы подсказали нам те технологии и методики, которые бы повлияли на детей, на современных детей, и не дали бы образоваться той ямке, которая образуется сейчас повседневно между родителями и между детьми, между бабушками и дедушками. Это уже второй этап, второй уровень взаимоотношений, который мы обеспечиваем своим детям. Да? Вот. Это первое, что я пожелаю. Второе, конечно, я пожелаю, чтобы вы почувствовали здоровую конкуренцию, да? И чтобы моя команда тоже, да, которая делает эти журналы, тоже почувствовала свою здоровую конкуренцию, потому что на самом деле человек один влияет, на 2000 подписчиков, на 300 лайков, 600 лайков, да? Но по сути один человек может действовать только в рамках
своего окружения в радиусе 100 человек, не более. Я сегодня доверяю вам, завтра не буду доверять, потому что у нас ценности разные, а, к сожалению, в современном обществе двойных сигналов людей очень много. Поэтому, чтобы сформировались правильные сигналы у детей, зависит не только от родителя, но и общества тоже. Да? И мы хотим очень, вот редакция журнала хочет, чтобы это здоровое общество мы создавали вместе. Кескил издательство тахарылара, ондан чоранчык журнал, бу мин төрөкпүттен 1910 хеттехлахтан бар. Мин оғайдақпіне бу журналга төрөпүттөрүм хуртарачылар. Бихи бу журнал келерин ажас тохара юрүләк түген куддук өйдүбүт. Самай сөбүлүрүм ден бу журналга кепсәннери кооннору оголор кеннерин. Онна ого барта кетәһәре болу олгана оголор кумахы кукланы. Чоранчыгы наха кетәһәретибит, онна нөмерттен нөмерге кини таңыстара келеллерете. Онон онюретибит, онна карьер бытын, таңыннарар бытын, ол ағана кумаға кукланы бейбіттер уйдатчыбыт, оны бу белем сейдерей, кырыбай, арас өңнөк, таңастардақ кукла, олу сүчөй болайчы, үйрүләк болайчы. Оны тағынан кескил қағыққа мен бейім оскола үйіріне жамын корреспонденттер етім. Юна Севера кескил қағыққа. Бұл черчетінен мегін 2-ші үссіллаққа океан лағырға Владивостокқа путевкаланы ұттара. Бұл түген мейқай оғысағым хамай бәлие түгені болар. Лағырға барын кәлбетім. Олығын білігін бейім ұлақан уже номну үс оғылақ ие бұйытынан білген кәлеммен өсі түгіл бұл издательствоға мақталбын тедекпін бағарабын кені бейі көлуенен ейіп бітігер. Онна бейі оғылыр бұтын иетерге, салғырығар, енекетігер ұлақан сетихилері, әлбәқ подписканы, онна ағатчыларын, көрәтчілерін, бейіребілін ұларғар бағарабын. Конкурстар гыт ихин, үләгыт ихин, дереңнек, төрөппүттер ақтырттан мақтанабын. Я хотел бы пожелать, мое пожелание такое, да, именно связанное вот с родословными, с развитием семьи. И поэтому, вот если представить себе, как древо растет, да, дерево, также и древо рода человеческого, да, и, скажем так, вот есть у нас прошлые поколения, да, вот, старики, дедушки, бабушки, да, и они должны как-то передать свою информацию своим детям, внукам. И этот журнал и газеты, все ваше издание нацелено именно на подрастающее поколение. И поэтому мы можем как раз-таки на это поколение как-то воздействовать. Потому что я знаю, что вот есть такое понятие, определенный вот человек приходит в сознание, да, к 12 годам. До этого все идет в подсознание. И сейчас все это связано с родословной. Если, допустим, вот именно сейчас подрастающее поколение, как мы воспитаем, так и пойдет это древо, как будет расти. Здесь связано многое с питанием, с трезвым образом жизни, со здоровьем, со всеми зависимостями. И если мы вот через ваш журнал эти знания дадим по здоровому образу жизни, то тогда это древо будет хорошо расти. На работу есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка мой утром, давно. Вышла вода, это тонко, а на столе на отца похоронка. Колокольчик. Он носит шапку в форме цветка колокольчика. Она фиолетовая, и на этой шапочке зеленый маленький росток. У него есть
птенчик под названием Чапчара и друг собачка. Автор Настя Доброта. Теплые вещи быстро и тихо шьет для детишек мама портниха. Дует корову с утра с позаранку, в чистом загоне мама доярка. Зубки больные без всяких уколов вылечит мама, врач-стоматолог. В детском саду очень много занятий, мама там няня и воспитатель. В школе не меньше занятий, смотрите, ставит оценки мама-учитель. Из корешочка растить не устанет чудо растения мама-ботаник. Пишет газеты, статьи и записки мама-писатель и журналистка. Вкусные колбаски достала с витрины. Мама у нас там продавщица. Плюшки и булочки кушать спешите. Их испекла нам мама-кондитер. Из самолета прыгает с риском смелая мама парашютистка. Подружитесь с колокольчиком. Корреспонденты совершенно верно. Ну, допустим, может ли прямо на стикере сейчас попробуйте написать, как это может быть. Сейчас попробуйте написать, как это может быть. Не связано с любым элементом, но вот как это увеличить, да? Либо масштаб, размер. Сегодня мы организовали такую необычную встречу в новом формате коворкинг-встречи, куда мы пригласили наших инициативных родителей и составили для них интересную программу включения и знакомства с детской редакцией. В конце этой встречи была проведена коуч-сессия от психолога, сбор идей, как сделать журнал лучше, доступнее и еще информативнее. Сегодня на мероприятии был организован квест по страницам журнала «Колокольчик». Мало кому известно содержимое журнала, какие рубрики есть. И в этом квесте главной целью было объединение людей. Что они могут рассказать? Главное не чтобы было очень интересно и весело, а было познавательно. И я жду от родителей, от сегодняшнего дня, от блогеров-родителей, какие-нибудь предложения, как можно разнообразить вот эти загадки, как можно еще преподнести. Ведь квест и рубрика «Забава», их делают не только сами дети, но и родители. Это объединяет семьи. Бүгін болғаны ол интерегіне тірәхін асты. Бұчылы тәқіні, ұмықты тәқі воркшоп форматтақ, коворкинг болды. Егін раз блогердар, елер кәлендер олар онлар түтіріп-түтір болды. Түтіріп-түтір кәлендер олар онлар Чоранчик журналы күтті, Юный Север издательствоны күтті. Үлелән бәйлерін, көрілерін, істейлерін әттілер. Оны бұл білген көрінгі күрдік туғар олған бір проект оңыр хачылдар. Механа бар олық интерегіне тірәхін. Интерегіне тірәхін, тойықыны журнал, издательство, хаңа үлелән, хаңа форматын үлеләнлері көстір. Тойықыны оны хам интерегіне дейін бұл именно түріпеттерге тиер. Түріпеттерге, оғылырға, ол беймі күскін күттігілін әрдеуін. Бұл маннык үлелеуіттен конечный потребитель деха, да? Ол конечный потребитель тугуна дери. Бейті қоско кабинетка қайтаран, редакцияны қайтаран олырын бейті оны манайбат, ученый бейптен күдік в поле
паран материал хомуян буманны хайдар реакциялары бити көрөлдөрү истелдери туох интерестактары ген бу билинге хамы хеп терехнасы дүйһәнең мәне бар. Бу журналга экспертный советка барбын. Бу быйылгаттан үлләннәр улхан бир экспертный механа бар. Механ улхан чес механа бем көрүбүн истибин улакка хайда тук булактагын хин истен холбур этен токтокун хеп жонго тердеп хеп тем бир неме болар экспертный советка ханчырын. Икки хыллата хасылах кыргыттар иелеребин. Бу бүгүн шөбат рәһәне калан турабын. Терапевттер бардын сатылар, бардын кайлар ден аттах чоранчык редакциятын терәһнигер ыңырыллан үерен доһуясынан турабын дияктын багарабын. Биһиги бүгүн форсайт ден формалах терәһеңе кыттаммыт әлбәхи дени төрөттү бит дияктын багарабын. Онна саңаттан саңа бараяктар олоққа кирен истеннерден бағаһаналақпын, чоранчы журналыттан биһиги мен төрөөгө миндиттен бар журнал, мен ием оголорум бәләре улапы журналлара, олихен мен бәйем оголорум, бәйем кыргыттарым манны жерекән уюлах кере журналы агыллары боллар дем мен багарабын. Отуна бу форсайтка этелибит атилер, бағаһаналар, онна саңа көрүлер, кылгыз биреме устата Я действительно считаю, что родители могут все, потому что наше общество может поменяться только если поменяются дети. А в первую очередь, конечно, это влияние родителей. То есть если мы, родители, не передадим своим детям какие-то ограничивающие установки, если мы их не будем упрекать, если мы будем делать их свободными, то вырастет новое поколение свободных людей, которые будут действительно менять этот мир. Поэтому родителям в первую очередь нужно начать с себя. Вот меня часто спрашивают, как научить детей читать, и я считаю, что в первую очередь это должны делать сами родители, то есть воспитывать детей нужно своим примером. Я сама вспоминаю, вот сегодня вспомнила, как мы читали «Колокольчик», я очень любила читать, и вспомнила эти иллюстрации, я думаю, что они очень сильно повлияли на мое эстетическое восприятие мира, да, на то, как мы видим этот мир, поэтому думаю, что очень важно давать детям именно бумажные книги, именно бумажные журналы, чтобы они через них впитывали ту культуру и ту эстетику народную, да, которая в нас есть, и важно это передавать именно через такой вот материальный носитель. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важно для того, чтобы сохранить нашу культуру и для того, чтобы передать детям то наследие, которое у нас есть. Журналга бетигере бол баккаре меха кыттачыга курдук эмен ха тухалах болду хаңа элбах саганы биллим интрехне биллим чоранчык журналы мен бем гордакпыны. Конечно, агаретим билген эме оголорум түбестактарына ылабын агабыт бирге жекергемитне журналга боллагана хайда турдун оголоргун трехне болдун ден бары чүгей багарарыгынабын. Чоранчык журналы бары хуруттарын нахан трехне болан хер сайдан хер өссө даганы элбах хаңа темалары бүгүн биги ырыттыбыт бар болу дегеныбыт. Здравствуйте, меня зовут Марина Юрьева. Я сегодня побывала на прекрасной встрече, посвященной издательству детского журнала «Колокольчик» «Чуаранчик» под названием «Родители могут все». Встреча очень понравилась, потому что сегодня присутствовало большое количество людей, которым интересно и которые неравнодушны к этому журналу, которые смогли предложить новые идеи или свои взгляды, свежие взгляды на дальнейшие публикации. Ну, могу сказать, что меня лично связывает с Чуранчиком, конечно, теплые воспоминания, которые в детстве я читала, мы были подписаны на этот журнал и каждый месяц получали замечательные издания. А еще также мне нравится, ну, еще тоже мое личное воспоминание, мама у меня работала в типографии, мы непосредственно иногда могли попасть так, подсмотреть, как печатаются эти журналы. Поэтому, конечно, очень вспоминаю с теплом. И очень хотела бы, чтобы современные дети тоже читали, интересовались и могли почувствовать, как это.